Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Судебный порядок разрешения жалоб является надежным способом защиты прав граждан, особенно в тех случаях, когда их права и интересы нарушаются неправомерными действиями субъектов власти. О том, каков порядок обжалования незаконных действий, бездействия и решений государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, в том числе в сфере организации проведения публичных мероприятий, какие процедуры и сроки предусмотрены действующим законодательством по данной категории судебных споров. Об этом интервью с прокурором Алданского района, советником юстиции Виктором Умеренко. Виктор Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, много ли рассматривается судами дел об оспаривании незаконных действий и решений? Статистика судебных органов показывает, что имеется резкая положительная динамика роста количества административных дел на протяжении последних лет. Она обусловлена введением в действие в сентябре 2015 года Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, в результате чего за отдельными категориями гражданских дел был признан характер административных, и на них распространена процессуальная форма рассмотрения дел административного судопроизводства, что способствовало увеличению количества обращений граждан и организаций в суды общей юрисдикции о защите их нарушенных или оспариваемых публичных прав. Ну а в чем преимущество именно судебного обжалования незаконных действий, решений госорганов и органов местного самоуправления и их должностных лиц? Дела указанной категории рассматриваются судьями, а процедура правосудия обеспечивает установление истины. В судебном процессе заявитель лично участвует в рассмотрении дела. В обосновании своей позиции гражданин представляет суду свои доказательства и, соответственно, может активно защищать свои интересы. То есть, другими словами, в судебном споре он сторона, равноправная с другой стороной дела, которая является субъект власти, чьи действия обжалуются. Ну а чем урегулирован порядок такого обжалования незаконных действий и решений? В силу статьи 17 Конституции Российской Федерации право на судебную защиту, как относящееся к основным неотчуждаемым правам и свободам человека, признается и гарантируется на территории нашей страны. Данная норма основана на правовой гарантии судебной защиты, предусмотренной статьей 46 Конституции Российской Федерации и выражена в юридической возможности обжалования гражданами в суд решений или действий, в том числе бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, нарушающих их права. Следует отметить, что до 15 сентября 2015 года порядок обжалования этих и иных решений органов государственной власти, органов местного самоуправления регламентировался законом об обжаловании в суд действий решений, нарушающих права и свободы граждан, а также главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, которые утратили юридическую силу. В настоящее время данное отношение и порядок рассмотрения такого рода публичных дел, как я сказал выше, регулируется Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации. Ну а в чем особенность рассмотрения таких дел в сфере организации и проведения публичных мероприятий? Право на обращение в суд с административным иском по указанному поводу гарантируется каждому, считающему, что неправомерными решениями или действиями, бездействием госорганов, органов местного самоуправления, общественных объединений или их должностных лиц нарушено его право на публичное мероприятие. При этом могут быть обжалованы как единоличные, так и коллегиальные решения или действия указанных органов, организаций и должностных лиц. Жалоба может быть подана как самим гражданином, права которого нарушены, так и его представителем, если его статус и полномочия удостоверены в установленном законом порядке. Истцом по указанным административным делам может выступать также общественное объединение, организация, например, участвующая в публичном мероприятии в качестве организатора. Например, анализ судебной практики по данной категории дел показывает, что, как правило, обжалуются действия местной администрации об признании незаконными решения об отказе в проведении мероприятия в форме митинга. Так, в ряде регионов, где состоялись указанные решения, администрации городских округов при рассмотрении уведомления о проведении публичного мероприятия отказывали в их проведении по надуманным основаниям, такими как близость к автозаправочной станции, использование места планированных мероприятий для проведения городских мероприятий, чем нарушали требования федерального закона номер 54, это о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Суд вставал на сторону административных истцов, обязывал органы местного самоуправления повторно рассмотреть уведомления о проведении публичных мероприятий. Скажите, а каковы сроки подачи исков по делам указанной категории?
Административный иск в суд должен быть подан, как правило, в течение 3 месяцев со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов. Но если исковое заявление об оспаривании решений действий и бездействия органа исполнительной власти, субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления касается вопросов, связанных с согласованием места и времени проведения публичного мероприятия, а также с вынесением этими органами предупреждением в отношении целей такого публичного мероприятия и формы его проведения, то оно может быть подано в суд в течение 10 дней со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов. Пропуск срока обращения в суд без уважительной причины, а также невозможность его восстановления является основанием для отказа в удовлетворении административного иска. И в соответствии с правилами подведомственности и подсудности административный иск подается, как правило, в районный либо городской суд по месту нахождения ответчика. Подача иска для физических лиц обеспечивается оплатой государственной пошлины в размере 300 рублей, для юридических лиц пошлина составляет от 2500 рублей до 4000 рублей. Вот если все-таки жалоба дошла до суда, то в каком порядке все-таки проходит именно судебное разбирательство? Суд осуществляет разбирательство дела по указанному заявлению на основе принципов административного судопроизводства и в соответствии с нормами процессуального права, предусмотренными Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации. Обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения административного дела, определяются судом в соответствии с нормами материального права, подлежащим применению к спорным публичным правоотношениям, исходя из требований и возражений лиц, участвующих в деле. По общему правилу, обязанность доказывания законности оспариваемых правовых актов, решений действия, бездействия органов, организаций и должностных лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, возлагается на административного ответчика, то есть соответствующий орган, организацию и должностное лицо. По таким делам административный истец не обязан доказывать незаконность оспариваемых им актов, решений, действия и бездействия, но обязан, во-первых, указывать, каким нормативным правовым актам, по его мнению, противоречат данные акты, решения, действия, бездействия. Во-вторых, подтверждать сведения о том, что оспариваемым актом, решением, действием, бездействием нарушены или могут быть нарушены права, свободы и законные интересы административного истца, либо возникла реальная угроза их нарушения. И в-третьих, подтверждать иные факты, на которые административный истец ссылается как на основание своих требований. Вот если говорить о сроках рассмотрения таких дел, то какие сроки установлены законом? Как правило, административные дела об оспаривании решений, действия, бездействия органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, рассматриваются и разрешаются судами до истечения 1 месяца со дня поступления искового заявления в суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству. В то же время административные дела об оспаривании решений, действий, бездействия органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления по вопросам, связанным с согласованием места, времени и проведения публичного мероприятия, а также с вынесенным этим органами предупреждением в отношении цели такого публичного мероприятия и формы его проведения, рассматриваются судом в течение 10 дней со дня поступления соответствующего искового заявления. Административные дела, возбужденные до дня проведения такого публичного мероприятия, рассматриваются судом в указанный срок, но не позднее дня, предшествующего дню его проведения. Дела, возбужденные в день проведения такого публичного мероприятия, подлежат рассмотрению в этот же день. В том числе это важно выходной или нерабочий праздничный день, если последний день срока рассмотрения административного дела приходится на такой день, и до этого дня данное дело не было рассмотрено или не могло быть рассмотрено. Ну а какие решения могут быть приняты судом по результатам рассмотрения такого рода исков? По результатам рассмотрения административного дела об оспаривании решений, действия, бездействия органов, организаций, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, судом принимается одно из следующих решений. Это об удовлетворении полностью или в части заявленных требований о признании оспариваемых решений, действия, бездействия незаконными, либо об отказе в удовлетворении заявленных требований о признании оспариваемых решений, действия, бездействия незаконным, если обжалуемые решения или действия вынесены или совершены в соответствии с законом, в пределах полномочий соответствующего органа, организации или должностного лица, и права либо свободы гражданина не были нарушены.
Ну, например, можно указать, что жительница города Якутска обратилась в Якутский городской суд с административным исковым заявлением к окружной администрации о признании незаконным отказа общественно-жилищной комиссии в признании ее малоимущей и постановке на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении по причине достаточности собственных средств. Вместе с тем, в ходе судебного разбирательства было установлено, что, определяя доход административного истца и членов его семьи, административный ответчик необоснованно учел стоимость квартиры, которая в результате пожара полностью выгорела. Из представленных документов в суде, а именно справок о доходах административного истца и членов его семьи, усматривалось наличие оснований для признания заявителя малоимущей и постановки на учет нуждающимся в жилом помещении. Судом признано незаконным решение комиссии, и суд обязал окружную администрацию рассмотреть повторно заявление истца. Ну вот эффективный пример защиты гражданином своих прав. Ну и в завершении разговора, на что бы вы хотели обратить внимание граждан касаемо темы о том, о чем мы говорили? Ну, хотелось бы в конце беседы подчеркнуть, что не нужно опасаться обращаться в суд с административным исковым заявлением об оспаривании решения органа власти, поскольку именно такой порядок считается наиболее цивилизованным способом разрешения возникших проблем. Виктор Александрович, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. О судебном обжаловании неправомерных действий и решений госорганов и местного самоуправления мы говорили с прокурором Алданского района, советником юстиции Виктором Умеренко. Берегите себя, обязательно носите маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте социальную дистанцию. До встречи в эфире.